у нас есть проблемы, жалуемся, рассматривают жалобы вышестоящие органы. Но трудно иногда приходится, но мы воюем. Если хотим жить, надо воевать. Что надо посадить дерево, надо иногда поливать. Так вот жизнь у нас в России прекрасна. Какие трудности бывают и почему? Трудности вообще в мире. Вопрос связан с глобальной миграцией. Вот, допустим, Германия из тех стран, которые сейчас больше богатейшие. Бюджет триллион у вас. Почти триллион. Но в России миллиард. И у Таджикистана тоже маленький миллиард. Ну, дальше они хотят жить, чтобы культуру свою развивать. Что здесь работали. Хотят паспорта получить российские, не немецкие, а российские. Ну, дальше будем работать, потому что есть в России разных народов. Пока таджики есть, они считают, что таджики более развиты в том плане, что связано с развитием Корана, религии ислама. В этом как-то боятся общества в России. Я всегда говорю, надо быть верующим. Верующим в том плане, когда в стране или в доме люди читают молитву, или человек, президент, ходит в мечеть или ходит в церковь, тогда в том доме будет порядок. Там уже вероисповедание. А когда все у нас практически получаются атеисты, неверующие, ненавидят эту землю, тогда просто земля для них временная. У нас и это, и то земля, все для нас постоянные же. Поэтому таджики находятся здесь не первый год, более 20-летий. И надеюсь, что и дальше мы будем здесь, несмотря на все трудности. Но рабочих места дома нету. Но у нас, по-моему, самое главное, что прекрасная природа у нас. Вот посмотрите Таджикистан сверху, вы все увидите. Вот посмотрите на карту Таджикистана, там Аляску увидите. Вот Горно-Бадахшан у нас Аляска. Чуть ниже идете, там, допустим, Гар начнется, да, там подобие Италия, Швейцарию можно видеть. Даже Индию можно видеть в Таджикистане, это Кулябская область. Там песни, пляски, поют, и жара, и все. У нас в Таджикистане все есть. И много воды есть, много, соответственно, хорошего сегодня для нас ресурсов даже. Ресурсы, то, что мы говорим, касается, самое главное, чистый воздух. Это вода. Чистая вода в мире же. Но вот здесь, тем не менее, вот сюда приезжают таджики, за работой приезжают. Вот, Я думаю, что будущий президент сделает так, что, может, сегодняшний президент уже много сделал Таджикистана. Будущий президент, скорее всего, не пустит. Но если желания будут людей, мы их не можем, потому что у человека есть права, он может двигаться. Сделать так, что все таджики возвращаться будут назад. Как Крым вошел в состав России, да? Будущий президент сделает, что Самарканд и Бухара войдут в состав Таджикистана. Надо поднимать экономику. Путин поднимал экономику, дала себе знать. Раз Крым в составе чего? Российского государства. Будущий президент Таджикистана сделает так, что благодаря Всевышнему Аллаху и в составе Таджикистана оказывается Самарканд, Бухара, Андижан, половина части Ташкента. Это же наши братья и сестры. Но это законы территории Таджикистана. Тогда будут торговли, тогда меньше будет миграции же. Ну вот это будущее, да, вот то, что сейчас, ну сейчас было Хованское кладбище, вот эти события. Также мы знаем о некоторых, нападения, да, были на таджиков, в метро нападения. Вот насколько это опасно сейчас таджику работать здесь, в Москве, в России? Ну, практически каждый просит помощи в защите. И российских граждан просят помощи. Мы живем в 21 веке. Что себя означает 19 век? Век Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Ленина. Это 1870-е годы, начало потом Октябрьской революции, уход царя, потом, соответственно, индустриализация, коллективизация, соответственно, освоение космоса в 1961 году, Гагарин, это благодаря советского народа. Начался 19-20 век. 20 век это 20 век, век человечества. А 21 век это век дикобразов. Начинаем отцы и деды свои резать, уважение нет к старшим, маленьких бьем. Это век дикобраза. Мы хотим... Евреи, получается, получили геноцид всего мира, правильно же? В этом говорят, виноват мир, что их геноцид был под ним. Но это же маленький геноцид, который сейчас совершает по отношению мирового человечества в жизни Сорос. Вы знаете прекрасно, миллиардер, американец. Откуда он? С Польши. А геноцид где был в Польше? Революция в Багдаде, во всех арабском мире, в Сирии, вот где деньги американцы. А немцы помогают, я хочу вот вас сказать, я сам в Германии был 5,5 лет. Да, приехал с дочерью, да? Вот, да. Вот посмотрите, я даже там же находился долгое время. Я знаю прекрасный трудолюбимый германский, немецкий народ. Особенно Восточная Европа, как раз канцлер оттуда же является. С Лейпцига же она же. Вот и все я прошел в своей жизни же. Вот сегодня посмотрите, почему таджики не идут к вам в Германии. Потому что мы опоздали, языковый барьер у нас отсутствует. Надо было язык нам еще в школе изучать и в Германии. А русский к нам ближе.
Русские к нам ближе. Но в России русских не осталось. Уже нет, в России нет ни Сидоров, ни Иванова, ни Петров, никого нет уже. Так и таджики не осталось, нормальных людей таджиков тоже. Не все в России, а все русские уже в Европе. Мы оставляем своих дома, уходим. Но надо возвращаться назад. Хороший идеал, хорошая идея наша даст нам в будущем. Вот то, что мы сегодня сталкиваемся, не будет. Посмотрите, в России у нас наши газеты, вы читаете. Наше телевидение даже есть. Наши плакаты есть. Но почему это не оценивается? Ни Таджикистана и ни России. Потому что мы народ в меньшинстве находимся. Всегда будем бить слабых. Это плохо по отношению к мужского населения. Свое население мужское. Если человек хочет жить на этой земле, если он себя хочет чувствовать мужчиной, он даже всегда протянет руку правильно слабому. Африканских негров уничтожаются в Америке. Видите, как происходит? Ненавидите никого. Но зато, когда надо поднимать флаг, негр всегда, африканец, а в России тоже поднимают российский флаг, таджикские борцы же. Северокавказские борцы. Они борцы, они воины же. Вы знаете, арийцы, мы тоже арийцы же. Вы знаете, что мы одной и той же нации же. И русские арийцы же. Но мы-то все равно воевали. 27 миллионов погибших на территории советского государства, а в целом 50 миллионов по миру уничтожал Адольф Гитлер. За что? Ну, мы жили в Советском Союзе дружно. Были хорошие семьи, были хорошие дети. Такие подобные проблемы не было. Вот старик не приехал, свои семьи не искал бы в Россию. Старик приехал, посадили, говорили, незаконно. А чем я могу помочь? Да я ничем ему не могу помочь, кроме душевно с ним поговорить. Вот для него будет легче. А так должны все руководители встречаться. И я, не только я, и посол, и консул. Мы ничего не поможем. Вот сегодня я предлагал Российскому общественному палате, если человека уже вы судите, даже он не виновен, тогда экстрадируйте в Таджикистан в течение 1 года. Если вы считаете, он виноват, если он не виновен, ну тогда дайте родителям, пускай переводит бесплатно уже, не платить 10 тысяч долларов на перевести тюремщика в Таджикистан. Бесплатно на территории Таджикистана. Потому что он на старости, в лучший раз будет около дома своих сына увидит, он знает, его сын не виновен. Правды искать бесполезно. Национальные меньшинства, малых народов, конфессии, религии, большие, глобальные роли играют здесь. А вот сколько таджиков в год приезжает в Россию и уезжает? Были бы упрощенные варианты, все приехали бы. Ни один бы не остался в Таджикистане забрать свои семьи. Но пока таджик считает 40 тысяч рублей, на него не хватит. Поэтому он один приехал. Вот тогда бы был упрощенный вариант у нас был. Если у нас был хороший человеческие отношения, не давление, тогда можно было говорить, здесь были все таджики. Но я всегда говорю в одном. Где бы ни были, Родина это самое главное. И самое главное, не забывайте, то, что у вас есть, это нация и ваша религия. Таджикистан это цивилизованная страна в мире. Мы много чего потеряли. Когда была гражданская война, до гражданской войны, вперед, когда, соответственно, были басмачи в 1936 году, они были патриоты Таджикистана. Мы все потеряли. Нас никто не помогает. Для нас, почему у нас дружба идет с американцами, с немцами, с русскими? Нет. У нас богатейшая территория, это Менделеевская таблица. Это 99 элементов химии находится у нас, которые из них можно все сделать. Мы не можем это использовать по одной причине. Нет единой объединенной нации таджиков. Потому что в Америке живут люди, родились в Таджикистане. Многие из них себя таджиками называют, я вам сразу говорю. Таджиков мало в Таджикистане, 28, может 30%. Но и то в миграции находится 2 миллиона за пределом страны. Женщины находятся 30%. Маленькие дети находятся. Почему не помогаете? Вы смотрите, есть страны 20-ки, есть 7-ки. Раньше была 8-ка с Россией. Всю жизнь не могут решать проблемы африканского государства, да, континента. Почему не решают? Худые люди умирают с различными болезнями. Они же умирают. А почему говорим 20-ка, триллиардеры, миллиардеры? Да потому что они так должны жить, чтобы эти люди растратили свои деньги, мы там помогаем. И также есть связано с климатом. Где-то идет потепление, где идет, соответственно, другие, более суровые зимы получаются. Решено, что Бог на земле есть, Бога если не было, мне бы не снилось по ночам мои родители, которые умерли. Есть Бога на земле. И я этим горжусь, что я родился таджиком, родился, значит, мусульманином, и благодарю Всевышнего пророка, салам Мухаммед. А вот скажите, пожалуйста, еще в интервью «Новой газете» вы недавно рассказали о том, что бывает такое, да, что таджики не только уезжают, но возвращаются в Таджикистан, но еще вы возвращаете груз 200. Да. Вот, как часто, сколько случаев? Умирают люди, мы не можем это отрицать. Они рождаются, времена прихода умирают. Ну, у нас молодые умирают здесь,
Сейчас болезненно. 7% у нас идет на почве убийства. Сами брат друг друга убивают. Таджик убивает своими таджиками. Это мои мелкие воры, недоразвитые детей, уехавшие. Они убивают друг друга. Резят буквально и в мешками бросают. Но убивают и другие люди, которые, может быть, случайно. Я больше всего обвиняю в этом самих таджиков, потому что они не объединены сегодня. А то, что порядка там от 5 до 7 гробов в день отправляются в Таджикистан, это факт. Я ничего не могу сделать. Но есть там диагноз болезни, недостаточность, сердечной недостаточности. У человека сердце заболело. Приостановился. Вот сегодня ночью скончался человек, прибыл из Таджикистана поездом в районе Аксареска. Начался у него, соответственно, инфаркт. Отец приехал в Россию, 2 сына были здесь. Сейчас в Астрахани. Он умер, все. Сейчас... это не производственная травма? Ну, производство, если люди падают, и мы видим, не обеспечены, и заработные платы им не платят. В этом я тоже, ну почему-то вот там есть, я сегодня изучал, хотел вносить еще раз вопрос о введении трудовой вызовы между Таджикистаном и Россией. Вот, поэтому есть, и в этом нельзя исключать, есть и другие вещи, которые были для нас. Люди уходят воевать, а за что они идут воевать? Значит, нет воспитания, с первоначально нет обучения домашнего. Приезжают сюда, обманывают дома кредит, уезжают, воюют, умирают. Ну, как воюют? Воюют везде же, на Украине воюют, и воюют во все горячие линии в Сирии едут, воюют в Ирак. Были случаи, да, ну, нападают на таджиков, на тех, кто здесь работает, ну, например, в метро, да, были там, стреляли, избивали. Ну, по всему миру. Я знаю, что вы хотите, или... да. Ну, просто я хочу, чтобы вы прокомментировали, да, вот это вот. Вот я знаю, что вы хотите. Чтобы... Давай сделаем с Россией плохое государство. Нет, мы не можем, потому что нападают люди, допустим, 2 алкоголики. Зашли вот все, таджика там взял, застрелил там старик же. Ну, поймите, в семье не без рода не бывает. Сидит, очень много, более 200 семей у нас, таджикистанцев, приехали, женились здесь, имеют дети. Ну, многие депортированы, ждут, когда вот и сроки закончатся. Спасибо. Удачи вам. Все, спасибо вам, да. И вам удачи.